Есть люди, которые, один раз выбрав профессию, навсегда остаются ей верны. Один из таких – Дмитрий Пухов. Мэтр якутской журналистики, аксакал телерадиовещания и мастер печатного слова. Яркий представитель сложного жанра в журналистике – документальная публицистика. Уже год, как его нет вместе с нами. В октябре он отметил бы 90-летний юбилей. Дмитрий Пухов – это человек, которого знает вся пишущая и вещающая братья республики, и не только. Его биография типична для многих представителей того поколения. Родился он в 1931 году в глухом селе Никюню Усть-Алданского района. Мама умерла, когда мне 3 года, отец, когда 5 лет, я произносил ей слово «мать», «мама» и «папа». Я чисто не помню. Мальчика на воспитание взял старший брат матери и привез в село Танда Усть-Алданского района. Здесь он пошел в школу, но через 2 года началась война. Так мальчик вновь остался один. Ослабленного, болезненного ребенка на лошадиной повозке привезли в Мархинский детский дом. Мы ехали дня 3 или 4 из Тандинского села Усть-Алданского района на лошади. Дали одну лошадь кибиткой на лошадь. И один колхозник. Конечно, я никого не помню. И вот последняя ночевка у нас была в селе Соттенце. И оттуда через Кангаласа, Тулагина, так, ехали вот сюда. И я помню, мы вечером уже в темноте так, добрались до детдома. В ноябре 1941 года вышло постановление Сталина, согласно которому каждый сирота войны брался на учет государства. В результате к январю 1942 года только в Якутии 1513 детей-сирот было устроено в детские дома. Попал в этот список и Дмитрий Пухов. Нам в 4 года каждый вечер белой большой кружке кипяченое натуральное молоко давали. Натуральное молоко. И каждый день 2 раза медсестра сперва ходила за нами, потом мы за ней стали ходить, рыбий жир. И это в годы войны. Дмитрий Ильич потом часто рассказывал, что такое усиленное питание действительно помогло. Став взрослым, он практически не болел. А здание того самого детского дома до сих пор существует. Сегодня там проживают сотрудники полиции. Получается, продолжает быть домом государственным. У нас в группе работала Зинаида Михайловна Болотина, тетя Зина. Здоровая, русская женщина в годах, но она еще в этом детдоме, коммунистическом детдоме работала, говорят, до революции даже. И всегда на какой-то тулупе, валенках. И утром, по-моему, 7 часов она заходила в нашу комнату большую и как-то дудила. Ду-ду. Попутка, да? Он стоит, и сразу она узнавала, как мы просыпаемся, узнавала, почему ты плохо спал. Она уже по виду. И все сушили валенки около печки. Да, и в свое время сразу чьи валенки сгорели. Да, кто-то слишком близко. Там,
Да. Ну, если сгорели валенки, другие давали. Это тоже, чтобы в школу ходили и так далее. Очень такая заботливая, и все за ней ходили, тетя Зина, и все его помнят. В предпоследний год войны Дмитрия Пухова перевели в Хаптагайский детский дом, где его нашла старшая сестра Мария, которая к тому времени уже работала. В эти тяжелые времена маме и дяде, к сожалению, пришлось разделиться. Уже позже дядя, повзрослев и став образованным человеком, постоянно помогал нам. А семья у нас большая. Мама растила 9 детей. Дядя сыграл огромнейшую роль в нашем становлении и всегда болел за то, чтобы мы выросли культурными и образованными людьми. Мы все очень им гордимся, искренне почитаем и всегда безмерно ему благодарны. О своем детдомовском детстве Дмитрий Ильич написал книгу воспоминаний. А вообще в его творческом активе десятки книг, в которых он в соавторстве с Иваном Борисовым воссоздал историю республики. Эти книги – объемная и по-настоящему исследовательская работа. А с ним вместе было много книг. Ну, я посчитал, вот тут где-то около 50 книг. Вот то, что он был и редактором, и автором, и так далее, и так далее. Ну, эта книга я тоже участник. Я у него был редактором. Самая последняя его работа была о профессоре, докторе педагогических наук Викторе Федоровиче Афанасьеве. Это была последняя книга. Да, Первую книгу вы помните? Ну, я первую книгу помню, когда мы еще, когда телевидение работали, «Говорит Тихус». Да, маленькая книжечка, твердая обложка была. Воспитанник Мархинского детдома, государственный ребенок, стал впоследствии блестящим журналистом-публицистом. Но сначала молодого выпускника школы ждал исторический факультет Якутского педагогического института и после работа учителем истории в родном Усть-Алданском районе. Первого, кого он увидел, войдя в 10 класс на урок, был его одноклассник. Дима страшно удивился, потом узнал, что тот рано пошел работать, а теперь вот решил получить аттестат. Через год Пухова назначают завучем школы, а спустя 2 месяца он на маленьком открытом самолете вылетает в Якутск. Так закончилась его учительская карьера, и началась новая журналистика, ставшая его судьбой. Мне повезло, я дитя советской власти. Это что значит? Со школьной скамьи октябрята, пионерия, комсомол. Я уже в пединституте был заместителем секретаря комсомольской организации. Пединститут я окончил 23 года. Ну, он 4 года же был. 24 года почти, да, было. И 25 лет я стал членом коммунистической партии. Я последний советский руководитель телевидения. Гостелерадио. Ага, гостелерадио. Но работа на телевидении, я считаю, самым для меня в творческом плане самым интересным. Поскольку я на телевидении перешел очень большим, почти 20-летним журналистским стажем. Бесконечно прав народный писатель Андрей Кривошапкин, когда пишет о Дмитрии Ильиче как о публицисте. Правдивое слово Пухова ценится выше всяких драгоценных металлов. Мои старшие коллеги добавили бы «правдивая» и «меткая». У нас каждую неделю проходили планерки. Каждую неделю в понедельник собирались в студии и планерки. И если, скажем, один из руководителей или режиссеров, там, редакторов таких серьезных, они обязательно смотрели всю недельную программу, и после этого они как бы выступали с анализом всех программ и как бы кого-то хвалили, кого-то, значит, порицали. Вот мы очень внимательно слушали, когда оценку давал Дмитрий Ильич.
Вот он, это человек с огромным опытом именно журналистской работы. Он всегда видел самую соль там, да, и вот мы всегда с трепетом и иногда с дрожью такой подходили и слушали, что он скажет. Вы знаете, мы его очень боялись, какое-то слово такое не очень. Мы его настолько уважали, да, что очень трепетно относились вообще ко всем его высказываниям, потому что когда он сильно рассердится на кого-то, он всегда говорил «уволю». Но я не помню ни одного случая, чтобы он или уволил, или он, наоборот, очень помогал молодым журналистам, которые давно работали. Он очень понимал, что это большой труд. Мы – дети Ильича. Так в шутку называли себя телевизионщики в 70-х, 80-х годах, теперь уже минувшего столетия. Понятно, что это выражение не имело никакого отношения к вождю мирового пролетариата. Оно относилось к Дмитрию Пухову. Добрейшей души человек был. Я знаю, что, вот, например, как-то я поехала, он отправил меня учиться в Москву, высшие курсы в Москве. Мы поехали туда учиться, и когда он, значит, приезжал в Москву в командировку, он, вот, оказывается, навещал тех, кто там учится. Значит, вечером где-то часов в 6, видимо, после работы, заходит Дмитрий Ильич. Я по стойке смирно захожу, стою. А до этого девочки у нас и мальчики там спрашивали, что ты такая бегаешь от плиты в комнату. Я говорю, вот у меня наш начальник приехал. А кто, говорит, такой? Я говорю, председатель нашего госкомитета. Он говорит, да, и что, он к тебе придет? Ну, думает, наверное, поливает. Ну, я, значит, прихожу, и заходит Дмитрий Ильич. У него такие сумки, баулы, там фрукты. Ну, как будто бы я там голодала сидела. Всякие колбасы, что такое. Я так удивилась, что потом сел, мы чай пьем, сидим. Как вы там здесь, не обижают ли, что там, какие требования, что там, полезно ли вообще это учеба, нужно ли это. Вот все досконально спросил. А ребята все стучатся и заходят. Им очень интересно было посмотреть на Дмитрия Ильича. А Дмитрий Ильич был высокого роста, такой импозантный мужчина. Заходят, и он говорит, проходите, садитесь. Видимо, им тоже интересно было. А они там у нас то грузины зайдут, то там узбеки, то девочки с России. И заходят, садятся. В итоге у нас получилось человек 10, наверное, за столом. Все чай пьют, все разговаривают. И он так и спрашивал, как у вас там, что. Такая беседа. Мы сидели, наверное, часа 3 или 4. Время так незаметно прошло. Потом попрощался, проводили. Они говорят, надо же, какие у вас, говорит, руководители. Наш-то с нами поздоровается, и то спасибо. Говорит. А здесь приходит человек, мало того, что еще, смотри, сколько угощения принес. Говорит, все наелись, и, там, значит, и говорят, ну, говорит, бесподобный, говорит, у вас руководитель, вы, говорит, его берегите. Я считаю, это были годы, да, работы профессионалов, журналистов, творческого роста. Мы заставляли журналистов учиться обязательно в Москве. Учились здесь, проходили аттестации. Радиожурналисты в то время освоили самые сложнейшие жанры радиовещания. Радиоочерки, радиорассказы, радиоспектакли. 16 лет жизни Дмитрия Ильича было связано с нашим телевидением и радиовещанием. А в 1991 году в его судьбе случились драматические события, которые круто изменили его жизнь. Ну, случился путч. 3 дня вот таких черных августовских дня. Я сейчас их пытаюсь осмыслить. И свое, так сказать, поведение я не жалею о том, потому что ни о чем. Нет, я жалею только о Дмитрии Ильиче Пухове, потому что тогда по отношению к нему мы поступили неправильно и неправильно. Несколько журналистов в те 3 дня буквально захватили власть в свои руки и выходили в эфир без всякой цензуры. Тогда же все цензурировалось. Существовало целое управление по охране гостайн, и ни одна статья, ни одна передача не выходила в эфир без визы этого грозного ведомства. Ну, так вот 3 дня мы поцарствовали, вот, и потом у Дмитрия Ильича начались катастрофические неприятности.
Дмитрий Ильич оказался заложником крупномасштабной политической игры, и после августовских событий 1991 года на него был навешен ярлык едва ли не главного ГКЧПиста Якутии. Хотя в те короткие 3 дня путча никаких приказов или инструкций в поддержку ГКЧП он не издавал. Более того, не препятствовал выходу в эфир материалов, которые осуждали путч. А Дмитрия Ильича потребовали выхода из Ревкома бюро КПСС, но Пухов был непоколебим. Короче говоря, было общее собрание, наезды на Дмитрия Ильича, выражение ему недоверия. И я помню, мы со Светой Соколовой, как бы вот это президиум этого собрания. И Дмитрий Пухов выступил. Он сказал, что только благодаря советской власти он, круглый сирота, стал человеком, получил образование и состоялся как журналист. Это было очень, как тебе сказать, щемяще. И он ушел. Я помню, как он выходил из зала. Вот, аж прямо вот до сих пор я вот эту сцену вспоминаю, и мне больно до слез. И ведь он не затаил на нас зла. Потом мы с ним встречались, он уже тут не работал. В конце концов, он через суды, это была очень такая длительная история, его восстановили на этом посту, но он уже к нам не вернулся. Вот много лет спустя я делала с ним передачу «Дворы нашего детства», и я искренне просила у него прощения за то наше такое поведение. Ну, так, он хихикал, он смеялся, и даже подарил мне книгу с очень хорошей такой надписью, но она слишком хвалебная, чтобы говорить о ней. Журналистской работе Пухов отдал без малого 55 лет. До последних дней был в строю. Много писал, с раннего утра и до позднего вечера, за этим столом. Его большой друг Андрей Кривошапкин как-то писал: «В истории Якутии, наверное, не найдется журналиста, который всего себя без остатка отдал благороднейшему делу – борьбе за социальные и политические права людей труда». Он всегда шел на помощь, всегда старался облегчить твое положение. Да? Это очень редкий дар, тем более у руководителей. Сейчас практически, может, даже и не встречается таких людей. Может, какая-то часть и есть, я не знаю. Но вот Дмитрий Ильич мне запомнился таким, и я безмерно его уважаю. И вообще очень счастлива, что вот по работе я встретилась с таким руководителем, на которых, мне кажется, должны равняться все руководители. Телевидение это же имеет воспитательное значение для населения, для людей. Да? Вот поэтому оно должно быть всегда. И это Дмитрий Ильич об этом всегда говорил, и мы старались прислушиваться и когда вот выдерживать этот уровень определенный. И даже потом, когда я ушел с телевидения, а он уже после этого работал в Вилтумене, мы часто с ним созванивались. Он мне звонил, и он всегда: как у тебя дела, там, что там. И вот мы как-то всегда, я перед ним отчитывался. А был уже там и заместитель министра культуры, был и первый заместитель министра предпринимательства. Я перед ним отчитывался. Да. И по каким-то, в общем-то, житейским вопросам, общались мы с ним. Да. Поэтому вот у меня, конечно, самые такие воспоминания теплые о нем. Он как был рукой и требовательный, и в то же время такой вот, человечный, что ли, вот он был, уж уникальный такой человек. Кстати, Дмитрий Ильич, ко всему прочему, стоял у истоков создания Союза журналистов России. Российские журналисты подняли бучу, что надо свой союз иметь. Когда второй раз на съезд ездили, говорят: давайте создадим комиссию. Начали: давайте скажите кандидатуру. Люди там говорят. А я говорю: Пухов из Якутии. Ладно, Пухов записали. Потом разошлись по домам, как говорится. Потом Союз журналистов мне: а где Пухов? Пусть приезжает. Сейчас документы Союза журналистов России составляют. Дмитрий Ильич говорит: давай езжай в Москву. Он целый месяц жил
гостиница «Москва», занимался вот с этими московскими или еще какими-то региональными товарищами составлением документов Союза журналистов России. И состоялся первый съезд. И тогда мы приняли. И наши делегации тоже там подписали составление вот этого Союза журналистов России. И так что Дмитрий Ильич в этом деле принял самое активное участие. У Пухова прекрасная и крепкая семья. С Октябриной Николаевной он вместе прожил без малого 63 года. Серебряные свадьбы отметили их сыновья. Они оба инженеры, один по радиоэлектронике, другой строитель. Особая радость и гордость – 4 внуков, получившие образование в престижных вузах страны. В последние годы жизни дядя уже заметно ослабел. И вот однажды он позвал меня к себе и выразил желание отдать свои многочисленные книги в фонд библиотеки своего родного Курбусахского наслега и попросил меня заняться этим, что я и сделала. Там, в районной библиотеке, работает наша племянница Марфа Анатольевна Пухова-Пермякова. Мы должны были передать книги еще этой осенью, пока дорога через реку еще была открыта. Но, к сожалению, по ряду обстоятельств не получилось. Надеемся, что весной следующего года мы сможем довести дело до конца. Также мы должны установить именную плиту на его малой родине, деревне Бытчилык, ныне Акаемовка, Курбусахского наслега Усть-Алданского улуса. Пухов – это целая эпоха на якутском телевидении и в журналистике в целом. Это был чрезвычайно работоспособный, трудолюбивый и ответственный человек. И надежный, добавляет Лидия Васильева. Раритетный, убеждает меня Галина Захаренко. Мудрый, уверенно резюмирует Руслан Васильев. А Иван Васильевич Борисов подчеркивает, что Пухов, кроме всего, был большим психологом.